О самых заметных событиях понедельника, 27 июня, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Полная антисанитария. Аварийные дома сносят в поселке Серебряный Бор, когда завершат работы и как изменится поселок. Целый спектр услуг для семей и предпринимателей. Центр развития семейного бизнеса открыли в Якутске. Чтобы помнили, уникальный яблоневый сад, основанный участниками Великой Отечественной войны, восстанавливают в Ленске. Старт к успеху. Именно так назвали организаторы городской фестиваль, посвященный Всероссийскому дню молодежи. Символ честной борьбы. Эстафета огня 8-х спортивных игр народов Якутии стартовала в Амге, а огонь 7-х игр «Дети Азии» встретили в Приморье. В Тампонском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Такой же режим оперштаб рекомендовал ввести в Усть-Майском районе. Данный режим вводят, когда на территории района более 3 суток действует один крупный лесной пожар, а также если в тушении возгораний занято более половины сил и средств, предусмотренных сводным планом. Так, в Тампонском районе действуют 7 лесных пожаров, а в Усть-Майском районе фиксируют 3 очага. С 23 июня текущего года в республике введен режим повышенной готовности, который позволил нам привлечь дополнительные силы из других регионов. В настоящее время в Якутии работает 260 ПДПС с Бурятского, Читинского, Амурского, Якутского и Приволжского авиаотделений ФБУ «Авиалесоохрана». В ближайшее время ожидается прибытие дополнительных 160 человек с Приморского, Хабаровского, Читинского и Бурятского авиаотделений ФБУ «Авиалесоохрана». С начала навигации отгружено почти 550 тысяч тонн различных грузов, в том числе для нужд жизнеобеспечения республики и хозяйствующих объектов. Первый тур навигации на быстро мелеющих реках Амга и Вилюй завершен. В настоящее время основные перевозки в штатном режиме продолжают на реках Лена и Алдан. Сегодня исполнение плана составляет 26%. Это значит, по сравнению с аналогичным периодом, отставание только на 1%. Это отставание у нас происходило в первом туре. По реке Вилюй у нас было совсем мало воды, ну и потом там после ледоходная обстановка задерживала проезд судов. Примерно открытие Северного ледовитого океана это 20 июля. Это у нас самое такое сложное, так сказать, сложный тур, по которому мы сейчас и ведем подготовку. Навигация будет идти в плановом режиме. Мы, значит, постоянно координируем. Каждые 2 недели проводятся совещания на уровне первого заместителя председателя правительства Садовникова Дмитрия Дмитриевича. Пилотный проект по модернизации дизельной генерации в Арктике реализуют по плану. Об этом рассказал гендиректор Русгидро Роман Берников на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. 6 пилотных проектов по модернизации дизельной генерации с использованием возобновляемых источников энергии реализуют в Момском и Верхоянском районах. Они станут крупнейшими в изолированных районах России. А до конца года будут построены и введены в эксплуатацию 4 энергокомплекса в селах Хану, Колун-Ульбют, Сасыр и Тибюлях Момского района. Напомним, пилотный проект реализуют посредством энергосервисных контрактов в рамках подписанного соглашения между правительством республики и ПАО «Русгидро». Партнерство в целях устойчивого развития территорий. Завершился республиканский форум с таким названием. Участие приняли крупные социально ориентированные компании, некоммерческие организации, представители бизнеса и федеральные эксперты в области развития гражданского общества. Подробнее расскажет Светлана Амосова. В республике впервые в таком масштабе представители власти, бизнеса и общества собрались на одной площадке для обсуждения актуальных вопросов, решение которых на благо региона невозможно без взаимодействия. Мы видим, как компания быстро реагирует на вызовы,
как компании быстро реагируют на сложные проблемные ситуации и насколько они готовы вкладывать в развитие человеческого капитала. Вот это основные тезисы, которые мы сегодня будем обсуждать, как развивать эти направления, как сделать эту коммуникацию, это взаимодействие более устойчивым. Вообще идея проведения форума принадлежит единому ресурсному центру, но наши партнеры, якорные партнеры, целевой фонд будущих поколений, Алмаз-Эргенбанк, мы объединили усилия, администрация города Якутска. Руководитель целевого фонда будущих поколений Владимир Егоров представил на пленарной сессии деятельность фонда за последние годы, итоги эффективного сотрудничества с компаниями. Сегодняшний форум на самом деле посвящен консолидации бизнеса, общества и государства. И надо сказать, что вот наш целевой фонд будущих поколений, он как раз-таки этим и занимается, поэтому мы являемся соорганизаторами. Основным партнером целевого фонда будущих поколений является акционерная компания «Алроса». Только в текущем году на социальные расходы компания направит более 7 миллиардов рублей. Мы очень довольны качеством работы фонда. И с точки зрения отчетности по тем финансовым средствам, которые они получили, мы получаем исчерпывающие ответы. И вообще в целом и финансовая ответственность, и моральная ответственность фонда очень высокая. В работе форума в качестве спикеров и модераторов приняли участие ведущие эксперты из федеральных некоммерческих организаций. На самом деле, когда мы говорим вообще о любом сотрудничестве, тоже мне кажется, что особенно в социальной сфере, в некоммерческом секторе, в партнерстве 1+1 не 2, а 11. И поэтому любое партнерство, оно усиливает любой результат. Если на первом форуме партнерства в 2019 году принимали участие только 2 предприятия, то в этом собрались почти все ведущие компании Якутии. Важно отметить, что это показывает высокую социальную политику, которой занимаются организации. Светлана Амосова, Владимир Павлов, Якутск. Срок оформления паспорта гражданина России с июля сократится до 5 дней. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства. Для получения бесплатной медицинской помощи не обязательно будет иметь при себе полис ОМС. Нововведения, которые снизят бюрократическую нагрузку на людей, написал спикер в соцсетях. Так, со следующего месяца срок оформления паспорта не должен превышать 5 дней с момента приема документов органам МВД от гражданина или МФЦ. Сейчас паспорт оформляют 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней в остальных случаях. Центр развития семейного бизнеса открыли в Якутске. Он будет работать при территориальной торгово-промышленной палате и станет точкой притяжения для семейных династий региона. Открытие прошло в рамках выездной сессии Всероссийского семейного совета. Подробности далее. Лидеры семейного движения России, представители успешных компаний из совершенно разных сфер деятельности приехали в Якутию на выездное заседание. Судя по статистике, 90% предприятий малого и среднего бизнеса в республике являются семейными. Что семья – это вообще основа региона. Мы с большим удовольствием видим и поддерживаем семейные компании Якутии. У вас действительно есть чем гордиться. Это хорошие, яркие, громкие имена, все сферы деятельности. Поэтому в этом отношении Якутия совершенно замечательный, уникальный регион. Открытие Центра семейного бизнеса для якутян стал долгожданным и радостным событием. Ведь благодаря ему откроются новые возможности. И мы очень надеемся, что на осенней сессии депутаты поддержат нашу инициативу. Такие поправки будут внесены, и республика наконец-то получит юридически закрепленный вот этот вот термин «семейное предприятие». А когда юридически это будет закреплено, уже семейные предприятия смогут претендовать на какие-то специфические меры поддержки, финансовые в том числе, что важно для поддержки семейного бизнеса. Многодетная семья Рожиных в этом году отмечает первый юбилей – 10 лет со дня основания собственной компании. В становлении принимали участие все члены семьи, каждый ответственен за свое направление. Сами переехали в Амгинский район. Наш пансионат остался в городе Якутске. Руководит им, как уже я сказала, наш сын.
И мы там начали заниматься создали крестьянское фермерское хозяйство Менкер. Сейчас уже наши семейные компании, нашей республики, мы активно друг с другом сотрудничаем. Уже составлено очень много договоров. Ольга и Владимир Попеновы в семейном бизнесе около 30 лет. Прилетели из Кировской области. Основное их производство – это мясные полуфабрикаты и пельмени. По их словам, иметь хороший и успешный бизнес можно, если семья здоровая и крепкая. Мы начинали просто с розничной торговли, открыли маленький магазинчик, работали вдвоем. За 30 лет постепенно это переросло в большую компанию. Сейчас у нас 200 человек и много направлений бизнеса. Но самое главное достояние мы считаем, что мы подключили к нашему бизнесу наших родственников. И уже 12 человек работают вместе с нами, занимают руководящие посты и помогают нам в развитии нашего бизнеса. В центре будет возможность получить квалифицированную консультацию по всем вопросам, касающимся организации и ведения семейного бизнеса, а также выработать стратегию по созданию личного бренда. Светлана Амосова, Григорий Николаев, Якутск. В поселке Серебряный Бор расселено более 160 домов по программе переселения. На сегодняшний день 92 из них подлежат сносу. Изначально в список работ не были заложены средства на рекультивацию земельных участков. В связи с этим территория поселка приобрела антисанитарный вид. Сейчас администрация принимает меры по сносу аварийного жилого фонда. Подробности далее. 6 июня в поселке начались работы по сносу и рекультивации земельных участков под аварийными домами. Работают 4 самосвала, 2 больших гусеничных экскаватора и 1 маленький для расчистки в труднодоступных местах. Техника сгребает весь мусор, а это доски, стекловата, трубы. Все это грузится и вывозится на полигон. После этого погрузчик зачищает территорию. В случае необходимости котлованы засыпают грунтом. В данное время работает у меня экскаватор Hitachi 330, и он подготавливает к погрузке, он дальше. А работает экскаватор работает на погрузке, и после него маленький экскаватор очищает все эти вот оставшие мусор. На сегодняшний день в поселке 92 многоквартирных жилых дома подлежат сносу. Почти все они на уровне цокольного этажа. То есть это уже мусор, а не двухэтажные дома. Деньги нам довела республика. Об этом нам стало известно еще в декабре месяце. За что очень, конечно, хочется сказать большое спасибо главе республики, что наконец-то нас услышали, потому что с 2018 года администрация настойчиво добивалась финансирования. Естественно, своими силами мы не могли все снести одноразово. Ежегодно мы заключали договора, как с гражданами, юридические лица помогали, районная администрация помогала размещением бесплатным на своем полигоне. Вот так выглядит образцовая расчищенная площадка. К 30 сентября, а именно такой срок установлен контрактом, должна быть произведена рекультивация территорий, занимаемых расселенными объектами аварийного жилого фонда. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Сад яблонь решили восстановить в Ленске. Инициатором восстановления сада памяти героев стал Комитет по молодежной и семейной политике. Сад был основан в годы Великой Отечественной войны учениками и педагогами, ушедшими из первой школы Ленска на фронт. Со временем сад разрастался, его благоустройством занимались ученики во время практики. Но спустя десятилетия сад стал требовать глобальной реконструкции. Начался первый этап работ, вырубают старые деревья, убирают территорию от крупного мусора. 4-й международный конгресс «Музыка для всех» как феномен образования в России проводят в Якутске. Проект запущен 9 лет назад и успешно развивается в республике. Более того, вызывает интерес у специалистов из других регионов страны. О феномене проекта «Музыка для всех» в сюжете Александра Хавренко. Проект «Музыка для всех» действительно уникальный. Это подчеркивает не только представители нашей республики, но и гости, которые приехали на конгресс. Вот уже 9 лет в республике реализуется программа «Музыка для всех». Ее инициатором был Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент. За 9 лет, что в Якутии реализуется этот проект, было сделано немало. И опыт, который за это время был наработан в нашей республике, пора передавать и другим субъектам страны.
О внедрении нашей программы в образовательные стандарты России и шла речь на Конгрессе. Мы хотим предложить программу, которая у нас реализуется, Эдуарда Борисовича Абдуллина. Но эта программа занимает 3 часа музыки в неделю. Может быть, скорректировать, потому что она уникальна тем, что, во-первых, обучение детей музицировать на одном инструменте – это обязательное требование этой программы. И, во-вторых, программа учитывает наш региональный национальный компонент. Совсем не обязательно, чтобы из каждого школьника в дальнейшем вырос виртуозный исполнитель. Обучение музыке в первую очередь направлено на всестороннее развитие ребенка и формирование его как личности. На примере Республики Саха уже видно, насколько повышается уровень культуры, насколько повышается интеллектуальный уровень. То есть всем уже видно, что музыка для всех дает качественный рост, можно сказать, человеческого капитала страны, республики в данном случае. Учиться музыке не для того, чтобы быть музыкантом. Не надо подсчитывать, сколько будущих музыкантов родилось или выросло из этого проекта, условно говоря, а чтобы быть лучшим в любой профессии. Музыка дает другой уровень мышления. Только за последние 2 года в республике было вложено более 9 миллионов рублей на развитие музыкальных классов и кабинетов. И сегодня практически в каждой школе республики созданы кабинеты музыки. На обеспечение их музыкальными инструментами предусмотрены государственные субвенции. И все чаще находятся меценаты, готовые помогать в развитии проекта. И многие участники Конгресса уверены, что в скором времени в Якутии появится еще более развитое, культурное и интеллигентное поколение. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Старт к успеху. Именно так назвали организаторы городской фестиваль молодежи, посвященный Всероссийскому дню молодежи. Его провели на площади Орджоникидзе. На мероприятии работали 7 площадок разной тематики. Подробности в сюжете Марии Кардашевской. Традиционный городской фестиваль молодежи прошел на площади Орджоникидзе. Организаторы подготовили различные игры, квесты, представления. Всего на площади работало 7 площадок. Каждая представила свою тематику. ЗОЖ – площадка, где на общественное движение волонтеры, медики проводят свою квест-игру на тему ЗОЖ. Также наша молодежная ассамблея Республики Саха-Якутия проводит игру «Этноквест». Общественное движение «Брейкеры» Якутска проводят танцевальный баттл. Ассоциация педагогов Республики Саха-Якутия, молодые педагоги, проводят тоже свою площадку на тему образования. И Центр занятости Республики Саха-Якутия города проводит для молодежи ярмарку вакансий. На ярмарке вакансий от Центра занятости свои вакансии предоставили министерства и ведомства и коммерческие организации. Кроме этого, в мероприятии приняли участие и те, кто в прошлом году сам стоял на учете в Центре занятости, благодаря чему получил возможность реализовать свои планы. Я создаю фотокниги с дополнительной реальностью. В 2020 году биржа труда состояла там на учете, и у них получила субсидию для поддержки моей работы. И с того момента, как они меня поддержали, мы начали делать такие альбомы. Там купила оборудование, квадрокоптер, камеру, петличку и тому подобное для того, чтобы создавать фотокниги с дополнительной реальностью. И это мне очень помогло. У меня большая команда. Желающие смогли поиграть в национальные игры разных народов на площадке «Этноквест» от Молодежной ассамблеи народов республики. Мы здесь вместе с ребятами представляем свою площадку. У нас здесь проходит «Этноквест» «Маршрут дружбы» называется. Мы его первый раз проводили на фестивале «Мусустар». Сегодня также в честь Дня молодежи проводим его для всех желающих. Люди к нам подходят, мы проводим для них различные национальные игры. Кроме этого, на площадке ЗОЖ волонтеры-медики провели квест-игру «Будь здоров», а на площадке образования молодые педагоги провели педагогический гейминг. Ну а сообщество брейкеров устроили брейк-баттл. С недавних пор брейкданс стал олимпийским видом спорта и официально признан спортивной дисциплиной. И вот наше сообщество сейчас работает над развитием этого спорта. Я рада, что я присоединилась к этому мероприятию. Мне нравится то, что здесь все дети сплотились и как бы участвуют во всех мероприятиях.
Также на площади прошли конкурс молодежного творчества «ЯКТ Талант» и акция, на которой каждый желающий смог внести свои предложения и идеи руководству города и республики. Мария Кардашевская, Артем Алексеев, Якутск. Далее о спорте. На играх «Дети Азии» во Владивостоке будут работать волонтеры из 26 стран. Всего примерно 1000 человек. Как пояснил руководитель дирекции игр Эльмир Валитов, среди стран, представители которых станут волонтерами на играх: Алжир, Гана, Ирак, Малайзия, Оман, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Корея и другие. Волонтерами станут обычные люди, которые изъявили желание, прошли регистрацию и отбор на специальном сайте. Министр физкультуры и спорта Приморья Жан Кузнецов отметил, что игры имеют особенное значение. Между тем, столица Приморья встретила эстафету огня игр «Дети Азии». В аэропорту Владивостока прошла церемония встречи главного символа игр. Огонь встретили представители властей Приморья и общественности. Во Владивосток огонь отправился из Якутска, где его накануне торжественно зажгли. А перед тем, как огонь факела зажжет главную чашу соревнований, 400 факелоносцев пронесут его по всем муниципальным образованиям края. Напомним, 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» стартуют в Приморском крае 27 июля. Сегодня очень важный день для дирекции, для оргкомитета, для всех жителей Приморского края. Сегодня поистине важный день, потому что огонь добыт шаманом на Святой Земле. Для народа Саха это очень важно, для нас очень ответственно. Мы будем очень бережно его хранить до завершения игр. И пройдем определенный этап по всем муниципалитетам, по 34 муниципалитетам. Каждый сможет стать и соприкоснуться с этим историческим событием. И, конечно же, стать ближе к олимпийской культуре. Тем временем эстафета огня 8-х спортивных игр народов Якутии стартовала в Амге. Напомним, предыдущие 7-е игры прошли в 2019 году в Амгинском районе, и по традиции огонь будущих игр должен зажечься на месте предыдущих. Глава района Николай Архипов передал огонь из центрального факела стадиона Амга-Олимп министру спорта Леониду Спиридонову. В свою очередь министр вручил факел 8-х спортивных игр членам эстафеты огня. Факелоносцы пробегут через 32 населенных пункта и 5 июля торжественно передадут огонь игр. Люди села Амга очень сплотились и провели этот праздник на высоком организационном уровне. И сегодня мы зажгли огонь эстафеты, которая будет пробегать по всем населенным пунктам Амгинского улуса, Минино-Кангаласского и Усалданского района. Мы, участники эстафеты, принимаем и должен пройти 34 населенных пунктов. И до 5 июля мы должны представить факел огня. А в Алдане на базе 9-й школы откроется школа карате. Такой пилотный проект разработала Алданская федерация карате совместно с образовательным учреждением. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. Зарядки, тренировки, соревнования и турниры, летние каникулы у алданских каратистов всегда проходят с пользой. Лето 2022-го исключением не стало. Так, навыки боевого искусства докио кишункай ребята постигли в ходе мастер-класса трехкратного чемпиона мира Хаида Амантаева, куратора программы «Школа карате». Ребята повышали спортивное мастерство, а их наставники разрабатывали перспективы на новый учебный год. В Алдане планируется открытие школы карате. Такой пилотный проект представила Алданская федерация карате совместно с общеобразовательной школой номер 9. В ближайшее время, уже к 1 сентября, планируется внедрение дополнительного профильного занятия именно по карате. То есть детям будет выделяться спортивная форма, и в рамках занятия они будут постигать карате. Цель не вырастить чемпиона, а именно становление характера личности, гармоничной, с пониманием каких-то жизненных ценностей, любви малой родине, ну и родине в целом.
Среди учащихся 9-й школы докио Кишункай весьма популярна. Секцию посещают многие мальчишки и девчонки, а в турнирах показывают высокие результаты. Ожидается, что с образованием школы карате боевое искусство откроют для себя и другие ребята. Рассчитано с 1 по 5 классы. Куратором этой программы на базе школы будет Новоселов Сергей Николаевич. Это в данный момент он ведет тренировки в школе номер 9. Занимается уже порядка 60 человек. Зарекомендовал себя как хороший тренер. С руководством школы тоже у нас полное понимание. Я думаю, детям это будет интересно. Тренировки на базе школы номер 9 будут проводиться в рамках внеурочной деятельности. Школьники, которых увлечет боевое искусство, станут познавать докио Кишункай в Федерации карате. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.